С 24 июня на территории лагеря Байлак введены ограничительные мероприятия. Отдыхающий в лагере ребенок обратился в медпункт с симптомами ОРВИ, после чего его отправили на обследование в Тандынскую ЦКБ. Там и был выявлен положительный результат анализа на ковид. С 10 июня в лагере отдыхало 174 ребенка и работало 33 взрослых сотрудника. На совещаниях межведомственного координационного совета мы приняли два решения с учетом результатов анализов остальных детишек, которые находятся на сегодняшний день в лагере. В первую очередь мы должны обеспечить перевозку детей, либо в лечебные учреждения, исходя из результатов анализов. И второе, принять все меры для того, чтобы таких фактов не было. Подобных ситуаций в других лагерях не выявлено. Всего по республике функционирует 17 лагерей. В них отдыхает 1207 детей, согласно всем федеральным санитарно-эпидемиологическим требованиям. Идет эпидрасследование, которое выявит все возможные нарушения противоковидных мер в лагере. В целом же по республике эпидситуация напряженная. Суточный прирост заболевших превышает среднероссийский. За прошедшую неделю зафиксировано более 180 случаев. К концу рабочей недели ТВА занимает 36 место по количеству заболевших, хотя 2 недели назад была на 74-м. На первый план выходит неработающее население. На втором месте это работники предприятий, организаций. На третьем месте идут пенсионеры. И на последнем месте дети до 17 лет. Но тем не менее, как вы уже заметили, что у нас именно третий подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на территории республики, да и вообще другие регионы, и в целом по Российской Федерации, показывает, что наиболее поражаемая группа у нас активное молодого возраста населения. В течение нескольких дней в Туве была нехватка вакцин. Однако данная проблема была оперативно решена, и в республику уже завезено 2400 доз. Для предотвращения подобной ситуации в дальнейшем временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалык договорился с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко о поставке 10 тысяч доз вакцины. Такая ситуация по трудности поступления вакцины наблюдается по всей Российской Федерации, потому что распределение проводит Минздрав Российской Федерации по мере поступления в гражданский оборот готовой вакцины. Поэтому эти трудности действительно были, но на сегодняшний день вакцина имеется у нас в Республике Тыва. На сегодня первым компонентом привито более 61 тысячи человек и вторым компонентом 48 тысяч. Развернутые мобильные пункты вакцинации. В торговых центрах и других утвержденных местах они работают без выходных. Вакцинация также проводится на рабочих местах выездными бригадами по утвержденным спискам. Даян Данцрюн, Владимир Сюртук, Кузел Сарыксарен, Тува 24.